Здравствуйте, меня зовут Капитонов Денис. Тема моей исследовательской работы – разработка веб-сервиса по геймификации различных процессов. Актуальность. Современная система образования детей ориентирована на превращение жизненного пространства в мотивирующее пространство, определяющее самоактуализацию и самореализацию личности, где воспитание человека начинается с формирования мотивации к познанию творчества, труда. Цель исследования – разработать сервис для различных процессов геймификации. Объект исследования – GNU-Mash. Задача – изучить фронт-энд и бэк-энд разработку веб-сервисов, разработать сервис геймификации процессов, провести апробацию в GNU-Mash. Геймификация использует естественные склонности людей к конкуренции, соревнованиям, сотрудничеству и достижениям. Эта техника мотивирует к достижению целей и повышению производительности. Инструментами вовлечения могут стать уровни, которые необходимо преодолеть, вознаграждение и рейтинг. Игровой подход – это обучение в рамках конкретной игры, а геймификация – применение игровых методик в повседневных процессах ради повышения мотивации. HTML – это язык гипертекстовой разметки страницы. Он используется для того, чтобы дать браузеру понять, как нужно отображать загруженный сайт. PHP – скриптовый язык общего назначения, интенсивно применяемый для разработки веб-сервисов. CSS – формальный язык описания внешнего вида документа, написанного с использованием языка разметки. SQL – декларативный язык программирования, применяемый для создания, модификации и управления данными в реляционной базе данных, управляемый в соответствующей системе управления базами данных. Тут вы можете увидеть главное меню моего сайта, и если нажать на кнопку какого-нибудь класса, то нас перекинет на список студентов Mash. Чтобы сделать базу данных, мне помогла кроссплатформенная сборка веб-сервисов XAMPP. Так выглядит структура гипертекстового документа моего главного меню из списка студентов. MySQL – свободная реляционная система управления базами данных. Для проведения конкурентного анализа я взял такие проекты, как Kahoot и Учуру, так как они больше всего похожи на мой проект с элементами геймификации. Но на этих проектах нельзя получить баллы за оценки, и для того, чтобы использовать эти сайты, нужна регистрация, которой в моем сайте нет. Результаты исследования в классе без апробации. Для проведения апробации исследования я договорился с учителем географии, ознакомился со своим проектом и объяснил, как все будет работать. Таким образом, мы видим, что в классе без апробации и геймификации средний балл нестабилен и может подниматься, так и понижаться. За первую и вторую недели график прогрессивно поднимался, но начиная с половины третьей недели он стал понижаться вплоть до окончания исследования. Результаты исследования класса апробации. Таким образом, мы видим, что в классе с апробацией и геймификацией средний балл стабилен и поднимается вверх. За первую неделю мы видим, что показатель резко поднялся. За вторую, третью, четвертую недели график стабильно поднимался вверх. Roadmap. Мои цели на февраль – доработать дизайн сайта. На март – добавить базу данных всех студентов Mash. На апрель – подключить всех преподавателей к системе и провести апробацию на школе. В ходе данной работы мы разработали сервис геймификации процессов, провели апробацию в GNU-Mash. Спасибо за внимание.